Он прославился не только как поэт, но и как искусный ювелир. Однажды это ремесло спасло ему жизнь. Смотрите, какая толщина брони. Сигнализация есть, все надежно, потому что здесь хранится сокровище. Они отчаянно боролись за свою любовь, но, к сожалению, проиграли. Все предлагали оставить заболевшего умирать в пустыне, и только Махтум Кули вступился за несчастного. Люди будут летать на железных крыльях и из моря добудут огонь, предсказал Махтум Кули. Здравствуйте, я Навруз Гуйджов. Мне 29 лет, я поэт и ваш проводник. Итак, мы в Ашхабаде, на аллее вдохновения. По обеим сторонам бюсты туркменских литераторов разных времен. Все они, и я в их числе, родом из поэзии великого Махтум Кули Фраги. Его личность, как в зеркале, отражается в наших книгах, в живописи и музыке, в театре и, конечно, кино. На проспекте ревет моторами 21 век. А в павильоне киностудии «Туркменфильм» застыло 18-е столетие. Стоп, снято. Снимают сериал о Махтум Кули Фраги. Сейчас работают над эпизодом из детства поэта. Я играю главную роль, когда он был мальчиком. Нам в школе много интересного про Махтум Кули рассказывают. Он, как и я, хорошо учился, на одни пятерки. Мотор. Дубль за дублем реконструируют жизнь поэта, знакомую каждому туркмену по стихам самого Фраги и народным преданиям. Режиссер лишь расставляет акценты. Махтум Кули было 6 лет, примерно как и тебе. И он уже отлично читал, а его учителем был его папа. Ну давай еще разок отрепетируем. На Туркменфильме в разные годы сняли несколько художественных лент о Махтум Кули. В моем фильме поэт будет в разных возрастах. Мальчик, юноша, мужчина и мудрый старик. Вы не представляете, какой масштабный кастинг мы провели перед съемками. Актеров подбирали по таланту и сходству с Махтум Кули Фраги. В 1946 году в Туркменской ССР объявили конкурс на лучший портрет Махтум Кули Фраги. Откликнулись многие, но была одна трудность. Изображений поэта не было. Не растерялся 22-летний художник Айхан Хаджиев. Он поехал в родное село Махтум Кули. Там встречался с его потомками, искал общие черты, делал наброски. Не обошлось и без чуда. Отец мне часто рассказывал, как однажды ему приснилось, что возле еще незаконченного портрета стоит Махтум Кули и говорит: вот здесь, подправь усы и глаза немного, смотри на меня внимательно и запоминай. Когда отец очнулся, сразу кинулся к мольберту, начал по памяти рисовать. Он всегда повторял, я уверен, сам Фраги приходил ко мне. Этот портрет стал каноническим, по сути иконой. Его берут за основу все художники и скульпторы Туркменистана. А это самый первый карандашный эскиз. Нам его подарил сам художник Айхан Хаджиев. Основные черты поэта здесь уже намечены. И, как говорят местные старожилы, сходство с потомками рода Махтум Кули очевидное. Эскиз хранится в музее на родине поэта. Дата и место рождения – да год смерти. Вот немногие факты, которые в биографии поэта считаются точными. Еще доподлинно известны имена родителей. Мать звали Аразгуль, отца Давлетмамед Мала. Это был образованнейший человек. В совершенстве знал персидский и арабский, писал философские трактаты и стихи. Как поэт был хорошо известен на Востоке под псевдонимом Азади, что значит «свободный». А еще он был прекрасным педагогом, учил сельских ребятишек. Его лучшим учеником стал сын.
Махтумкули родился в 1724 году в местечке Хаджи-Гавшан. Затем семья перебралась в село Гиркес. Оно расположено в 260 километрах от Ашхабада. Тут жили туркмены племени Гиклен. Еще в 16 веке они стали оседлыми. Сегодня здесь добротные дома, отличные дороги, школы, больницы, музеи, интернет и даже своя футбольная команда есть. Во времена Махтумкули наше село было крошечным, всего 20 юрт. А вот семья, в которой родился будущий поэт, большая, 9 детей. Все были обучены грамоте и разным ремеслам. Кто-то делал седла и упряжь, кто-то ткал шелк, а вот Махтумкули с детства обучался ювелирному мастерству. Делал украшения из серебра. И он, кстати, прославился не только как поэт, но и как искусный ювелир. Однажды это ремесло спасло ему жизнь. Об этом позже. А пока немного истории. Вплоть до 20 века своего государства у туркменского народа не было, и соседи со всех сторон пытались его подчинить. Со стороны Амударии Бухарские Эмираты не давали покоя, с севера беспокоило Хивинское ханство, с юга — Иран, были в управлении у афганцев. Но самое страшное — это междоусобицы между самими туркменами. 5 племен без конца враждовали за ресурсы, в то время это пастбище и вода. Племени Махтумкули досталась плодородная земля, где хватало воды. Тут выращивали овощи и фрукты, пасли скот, развивали ремесла. Благоденствие гикленов дразнило. На их села совершали набеги, уводили стада, пленили людей. Все это запечатлелось в его памяти, а позже выразилось в его стихах. Вот послушайте. «Теке, Йомут, Геклен, Языр и Алели. Все 5 племен должны мы стать единую семьей, одним народом». Понимаете, это выстраданная им мечта. Мир и любовь станут главными темами в творчестве Махтумкули. И сейчас мы в этом убедимся. Если с проспекта имени Махтумкули мы свернем на эту аллею и прошагаем немного вперед, то попадем в музыкально-драматический театр. Думаю, понятно, чье имя он носит. Там сегодня репетиция премьерного спектакля о любви Махтумкули и девушки Мингли. Давайте заглянем. Специально для нас репетируют в костюмах и гриме. Актриса, что играет возлюбленную поэта, их историю знает с детства. Махтумкули даже в стихах не мог открыть имя любимой, поэтому как ее по-настоящему звали, неизвестно. Он называл ее Мингли, это значит «с родинкой на левой щеке». В то время до свадьбы девушкам было запрещено даже смотреть на мужчин, поэтому они виделись тайно. Сразу 2 Махтумкули выходят из кулисы на сцену. Юный влюбленный и уже зрелый поэт Фраги. На русский переводится как «разлученный». Почему он взял такой псевдоним, скоро узнаем. Признайся, есть ли любовь в твоей душе? Боюсь, ведь в мире все осудят нас. Доверимся Всевышнему ради нашей любви. Как ни таились влюбленные от посторонних глаз, их выследили и донесли родителям девушки. По задумке режиссера, Махтумкули Фраги как бы со стороны смотрит на себя юного и читает свои стихи. Ты напала из-за угла, ты покой отняла, разлука. Ты Мингли у меня отняла, горе мне принесла, разлука. Отныне я Фраги, разлученный. Мингли насильно выдали замуж за богатого, а Махтумкули отец отправил в Бухару учиться. Люди, не отставайте от каравана! Не останавливайтесь, вперед, ступайте вперед! Что случилось с Махтумкули по дороге, расскажут народные певцы Бахши. В пути один человек заболел и совсем ослаб. Все предлагали оставить его умирать в пустыне. И только Махтумкули вступился за несчастного и выходил его.
Никогда не обижайте человека упреком горьким. Бедным и слабым поддержка нужна. В репертуаре Бахши вся биография Махтумкули Фраги, собранная из народных сказаний и стихов самого поэта. Их передавали из уст в уста. У простого народа, кроме песен Бахши, другого источника информации не было. А образованные люди в те времена читали и писали только на арабском и фарси. Стихи самого Фраги тоже переписывали на этих языках. Мы опять идем по главной магистрали Ашхабада, проспекту Махтумкули. За спиной остался университет его имени, а слева, в квартале от меня, институт древних рукописей, тоже названный в его честь. И нас там ждут. Смотрите, какая толщина брони. Сигнализация есть, все надежно. Потому что здесь хранится сокровище, рукописи произведений Махтумкули Фраги. Вот самый древний экземпляр, написанный еще при жизни поэта. Возможно, он даже сам диктовал, но скорее переписчику напевали Бахши. А эта рукопись включена в реестр ЮНЕСКО. Все стихи обведены золотой нитью. Ничего подобного в мире больше нет. Над одним таким томом трудились как минимум 5 человек. Один готовил бумагу, нарезал листы, другой замешивал чернила, еще двое, сменяя друг друга, писали сам текст. Если на странице вдруг допускали ошибку или помарку, все приходилось начинать заново. Ну а пятый сшивал и переплетал рукопись в кожу. Автографы самого поэта пока не обнаружены, но страницы, написанные его рукой, могут храниться в частных коллекциях или среди еще не разобранных бумаг. Например, в архивах медресе, где учился Махтумкули Фраги. Сначала он учился в Бухаре, в медресе Кукельдаш, а через год уехал в Хиву и поступил в Ширгази. Основы были религиозные знания, обязательно изучали арабский язык, чтобы читать священную книгу Коран, а чтобы штудировать поэзию и философию, занимались персидским. Кроме того, там преподавали математику, астрономию, логику. В медресе готовили не только религиозных служителей, но и учителей, врачей и, как бы сегодня сказали, управленцев. О годах учебы Махтумкули сложено немало легенд. В Туркменистане каждый школьник их может пересказать. Однажды в медресе пришел сам хивинский хан. Он услышал, как Махтумкули читает свои стихи. Правителю они очень понравились, и он предложил Махтумкули стать его придворным поэтом, пообещал золото и дорогие одежды. Но тот ответил: «О, хан, сулишь ты мне богатство, но роскошь не пленит меня». Махтумкули проучился в Хиве уже около 3 лет, когда из родного села пришла печальная весть – умер отец. Рок возвестил кончину, жизни нить прервав отцу. Таков сей мир. Недолг диалог. Махтумкули остался на родине, так и не закончив обучение, но его стихи, ставшие классикой, прославили медресе Ширгази на весь мир. Под кровом жил твоим и соль твою вкушал 3 года я подряд, прекрасный Ширгази. Тут зимы коротал и весны тут встречал. Прощай, науки дом, прекрасный Ширгази. Эх, хотел бы я так изящно писать. Кстати, за вдохновением прихожу сюда, в парк имени Махтумкули. Это мое любимое место в Ашхабаде. Здесь под присмотром нашего великого поэта хорошо сочиняется. Сейчас идет конкурс на лучшие стихи о Махтумкули Фраги. Их издадут отдельным сборником. Я тоже мечтаю в него попасть. Но сначала в библиотеку.
Здесь не только произведения самого Махтумкули, но и много книг о нем. Сейчас, Навруз, я тебе подберу самое интересное. Народные предания гласят, когда Махтумкули вернулся из Хивы в родное село, он бесплатно учил ребятишек грамоте, а на жизнь зарабатывал ювелирным делом. Его изделия отличал особый стиль, их хорошо раскупали. Вот послушай, я тебе зачитаю. При очередном набеге на село, зная, что Махтумкули искусный ювелир, его взяли в плен и увезли на чужбину. Там, на базаре, однажды кто-то узнал, что эти браслеты и кольца сделал сам Махтумкули Фраги. Он тогда был уже очень известен. Торговца, который продавал это серебро, выследили, напали на дом, где держали поэта, и освободили его. В Национальной библиотеке собраны не только легенды о поэте, но и научные монографии о его творчестве. И, конечно, все печатные издания его стихов. В годы Великой Отечественной войны произошел удивительный случай. Томик стихов Махтумкули спас жизнь моему отцу. Он ушел на фронт в 42-м. Ему было всего 18. Служил в разведроте. Однажды он прикрывал огнем свой отряд. Во время боя почувствовал толчок в грудь, но не придал этому значения. Когда наступило затишье, достал из нагрудного кармана книжку и увидел, что в ней застряла пуля. Разведчик Сиитнияз Атаев в составе Первого Белорусского фронта освобождал Ковель, Люблин, Варшаву, дошел до Берлина. После войны стал известным в Туркменистане писателем. За такую судьбу он всю жизнь благодарил Аллаха и Махтумкули. Буйство духа — мир страстей. 7 нагорий, 7 морей. Суеты в кругу людей мне дурман увидеть хочется. Желание Махтумкули Фраги увидеть мир осуществилось. Маршрут ему строила сама жизнь. Отправиться в Афганистан заставило несчастье. Старшие братья Махтумкули пошли туда просить местного правителя о перемирии и пропали. В их поисках он дошел до Индии. Главным средством передвижения тогда был верблюд. Купцы, дипломаты, ученые, странствующие поэты присоединялись к большим караванам. Так было безопаснее. Караваны сопровождала вооруженная охрана. Нападения разбойников на Великом Шелковом пути были обычным делом. Махтумкули Фраги путешествовал больше 5 лет, прошел всю Среднюю Азию, побывал в Астрахани и Закавказье. Братьев он так и не нашел, но за годы странствий обрел свой неповторимый поэтический стиль. Вместо заимствований из арабского и фарси стал использовать родной язык. Ассаламу алейкум, валейкум салам. Если говорить о нашей поэзии до Махтумкули, то человеку, который медресе не заканчивал, она была совершенно недоступна, чужда и по форме, и по содержанию. Махтумкули Фраги все изменил. В его стихах зазвучали слова и обороты из народной речи, появились сюжеты из обыденной жизни, а его метафоры стали понятны и вельможе, и воину, и пастуху. Это была настоящая культурная революция. Мы не случайно заглянули сюда. Наконец-то на полках книжных магазинов появился сборник конкурсных стихов о Махтумкули. Вот она, новенькая книжечка. Еще типографской краской пахнет. Десятки авторов, и я среди них. Для сердец ты целебным источником стал, смысл жизни народной в себя ты впитал, и вечности песней разлился. Махтумкули дал своему народу голос, а ему взамен подарили биографию, собранную по крупицам из песен Бахши и легенд. По преданиям, Махтумкули не был очень высоким, не обладал сверхбогатырской силой. Нет сведений, что он участвовал в битвах с оружием в руках, но его слово было острее меча. В мастерской скульптора Саракта Бабаева десятки гипсовых Махтумкули. Это миниатюры памятников, которые стоят по всему Туркменистану и за его пределами. Но самым сложным и по замыслу, и по масштабу станет, конечно, мой монумент, который посвящен 300-летию нашего великого поэта. Когда монтировали последние фрагменты, мне было страшно. Я стоял внизу, молился и думал, как же я осмелился взяться за эту работу. Вдруг все вокруг зашумели, оказалось, я это закричал вслух.
У проспекта имени Махтумкули есть начало, но нет конца. Он продолжает строиться и когда-нибудь дотянется до предгорья Капитдага. И мы поспешим туда, на открытие самого большого монумента Махтумкули Фраги. Махтумкули Фраги не был старейшиной племени, не был полководцем, он был поэтом, вокруг которого туркмены сплотились в единый народ. Единой семьей живут племена. Для свадьбы расстелена скатерть одна. Здесь братство обычай и дружба закон.